конечно, вас привезли в музей. На самом деле, как вы видите, только комнатка. Нормально. Но эта комнатка, мы очень гордимся, особенно наши дети. Потому что именно они принесли основное количество экспонатов. Именно они с учителями в 50-е годы на общественных началах начали сбор материалов. И, соответственно, они гордятся своим музеем, они берегут его. Они все равно по частичкам нам что-то приносят, и мы очень рады. Ну и как учитель, коль уж я учитель истории культуры народов, то я немалую часть уроков провожу здесь. Поэтому мы, еще раз говорю, мы его очень любим, мы его бережем, и мы гордимся им, что у нас в Кулиге есть такой музей. Это чувствуется уютно у вас? Немножечко об истории нашего села. Значит, история нашего села ведет свое начало с церкви, правда, это Пророкоильинская, но первая церковь, которая называлась Христорождественская, была открыта еще в 1837 году. Но вы, наверное, догадались, фотографий в то время не было. Вот. Она просуществовала до 1890 года и стала затем называться Пророкоильинской. Вот здесь вы можете увидеть ее фотокопию, и, соответственно, наш учитель рисования мне сделал немножечко побольше, чтобы можно было посмотреть. Значит, за долгие годы нам удалось найти 8 священнослужителей. Мне очень приятно, что мне помогают сейчас и студенты, которые учатся на истфаке и, соответственно, копаются в архивах и так далее, что далеко не всегда у нас получается. Ну, во-первых, с выездами и так далее. Запросы, к сожалению, очень дорогие в архив. Ну, вот нынче скажу следующее. Нет, уже в прошлом году, в 2012 году. Мы узнали имя первого священника Якова Мултановского. Значит, коль выискиваем, как говорят, по крупицам, то нам было очень приятно, что эта же девушка, которая пишет дипломную по истории развития народного образования, нашла одну единственную строчку, а точнее заявление священнослужителя 900 года, так, сейчас, подождите, Семена Яшина, который написал заявление, чтобы освободить его от руководства строительством земской школы в селе Кулига по старости. Но там четко ясно было, что священник. То есть, вот как вы догадались, наверное, пополняется вновь. Еще одно, что мне хотелось бы сказать, это вот, что буквально на днях, с большим трудом тоже, но тем не менее нам удалось найти алтарь нашей церкви. Ну, наверное, если взглянете, то для деревни это шикарно. Да. Это шикарно. Мы пока еще, видите, места мало, поэтому пока еще думаем, куда, что, как пристроить. Но, тем не менее, мы прямо очень рады. Но сразу скажу следующее. Этот материал мы получили из Кировского архива. Фотографии таковой не было. Но мы посчитали, в общем, у меня директор музея нашего очень верующий человек, и, соответственно, он знаток православия. И вот он практически по вот этому негативу, ну, он уже потом проявил, фотографий такой не было. Он сравнил вот эту церковь, вот здесь вот, если взглянете, то увидите, что время года нету поздняя осень, нету весна. Но вот по расположению икон и так далее, он определил, что это было время Пасхи. Ну, как вы догадались, Пасха бывает ранней весной чаще всего, и фотографии, видимо, были сделаны в одно и то же время. Значит, скажу дальше следующее. Возможно, ну невозможно, а точно, в Кировском архиве материалов, наверное, довольно много еще. И, к сожалению, вот это удовольствие дорогое. Этот раз мы узнали, что, если нам что-то будут высылать, то минимум 26 тысяч. Ну, наверное, догадались, что у музея никогда таких денег не было. Или снова ехать. Вот как-то по репрессированным я пыталась найти, но правда вот это в 90-е годы, когда были миллионы, тогда мне тоже ответили 1 000 000 за поиски. Но, слава богу, мы с 2007 года являемся уже филиалом Кесского музея, поэтому нам немножечко стало полегче, У нас кое-какие появились крохи денег, и, соответственно, часть мы бесспорно зарабатываем немножечко, хотя это мизер, но тем не менее, когда вот мы 40 лет существовали без абсолютно всего, то это, конечно, сейчас мы уже считаем, что это очень даже здорово. Итак, проходим сюда дальше, а я не уложусь. Итак, здесь, как вы догадались, мы постарались создать интерьер христианской избы.
Когда мы переезжали со старого музея и здания администрации, то у нас было желание сделать 2 комнаты. Одну комнату северных удмуртов, вторую старообрядцев. Но когда дошли и когда стали раскладывать, то оказалось, что не влазим. Но я думаю, это и символично. Дело в том, что около 400 лет, а если точнее, то, наверное, еще и дольше, русские и северные удмурты в нашем крае живут вместе. Быт у них во многом схож. Как без русской битой глиняной печи, как без лавок, без койки, без красного угла, без полиц и, конечно же, лавок. Бесспорно, мы немножечко меняем волей-неволей, потому что некуда поставить. Но, тем не менее, у нас здесь есть и уникальные вещи, которые, как говорят сотрудники МГУ, а у нас нет вообще такого. У нас нет. Я, по крайней мере, не видала. У нас почему-то бабушек всегда находили или внучек, каких-то нянек. Вот это, да, вот я и говорю, удмуртов. Значит, Чернец-то? Может. Ну, я слушаю, что-то вы хотели, по-моему, сказать. Значит, вы, наверное, догадались, что наши бабушки огромное количество времени проводили за плетениями ткачества. Да. Я вот этот раз тоже привезла, и вы видите, еще у меня нет даже наклеечки. Но каждый думает, что сообразит. И, соответственно, как отбеливали и как красили, вы прекрасно знаете. Поэтому здесь травы у меня висят не чисто случайно. Я не поняла, как вы назвали вот этот чернец, его литературное, то есть русское название. Но я знаю, например, следующие ягоды, конечно, которые, как вы догадались, сейчас высохли. Они, если были недозрелые, то сок у них, оказывается, был красным. Если дозревали, сок был черным. И, соответственно, догадались, уже 2 цвета из одной ядовитой ягоды. Но цвет был в ткани очень надежный, и, соответственно, люди всегда выкручивались и находили. Так, ну и надо сказать, что коль наши старообрядцы, так же, впрочем, как и северные удмурты были потеснены, то они во многом выживали за счет того, что давала природа. И в этом отношении поражаешься буквально их находчивости, сообразительности, которая поражает всему. Ну вот, казалось бы, обыкновенные даже косточки, и то использовали не только для игр, но вы знаете, вот там у меня есть вдали, вот видите, около окна, вот жаль, я что-то не то взяла. Вот там, видите, есть у меня станок для очистки или для формования окончательного веретен. Так вот там вместо подшипников уже такие косточки. То есть, чтобы вращение было точное. Так. А как без этого? Конечно, хоть и еще и этим спасали, или у вас это не кормили удмуртов? У нас все малыши выросли соской из рожка, из коровьего, не видали, да. Ну вот объясню. Значит, резины же не было, стекла не было. Из тряпок. Вот, а у нас тоже наподобие, но вот сейчас я вам покажу. Вычищался рог, который снимался, отрезался кончик, сделался ободок, и сюда привязывалась льняная редкая ткань. Соответственно, малыш за эту тряпку сусал, а нянька ему сюда подливала. Да? Да. А чтоб еще иногда и вместо пустышки служило, так вот сюда одевали тряпочку и на шею, и если захотел, то пососал. Ну, а потерял проблему. То есть, ну вот, я еще раз говорю, выживали как могли. И это очень приятно, что вот это было сделано вместе. Вот так держали койку раньше. Да, соломенная. Так. И вот эти большие, это мне тоже подушки на палатях, которые мне тоже принесли удмуртские бабушки. Правда, конечно, не пухом набиты, пухом помазаны, а это уж всего, но мне главное объем был. Мы на истоке Камы. Все улыбайтесь. Да мы уже виделись. Вас, давайте я поддержу вас, Екатерина. Давайте. Ну ладно, вот здесь. Кама кучки датчен. Вот начало реки Камы. Кама побежала. Пока сильно не размокла мойка.
Давай, иди. Иди сюда, Георгий. Вот отсюда снимаешь, как они где умываются. Так, Моночка. Лугацкие. Очки. Смотри. Мамарусу. В камера полоснулась. Давай буду сади бачити ці буде. Açın başlama. Şoför de kursa başlayacak. Спасибо, Василия, полосы шебет. Иди сюда. Приятно, что есть такой дальний, Вот это кама. Что? Какой ты не замечал? Я очень хотела своих друзей сюда привезти, конечно. А на камеру Ну, туризма. Ну, Саша, я... Камскую воду привезем висеть, чтобы чисто было. Да, да. Я же говорю, надо желание загадать. Обязательно. Ваша кизидер. Да, нормально? монетки еще Я бросают. все говорю по этим Полная. дорожкам. Эти рядчики вот такие. Я уже пролезаю. Оля, Васька. Вообще молчу. А на такие рябчики вот такие да, где-то мама зиму выводит и прямо по асфальтовым дорожкам сколько раз видали. Ну а птицы поют, это уж, конечно, все точно протрезало. Хотя еще в 70-е годы все эти березки были вот такие. Помоги, Оля, Потому Васька, что в 60-е годы только ходили. Когда-то, нет, не буду фото. Вот когда-то на той стороне был пляжный. Поэтому, но слава богу, это... Почти куштував. Слава богу, все убрали тихонько и сейчас. Дай бы Бог благоустроил. Ой, кежино волвас. Ага. Будем ломбаром душмудар. Чтобы все чисто было. Курочка. Кустimize. Rahmetan menşur. Östen arkasışko. O. Света батько в научку даче. Моно татом балсу. Да, попутно.